18-этажку для детей-сирот ввели в эксплуатацию в 2015 году. Аналогичный дом рядом построили для молодых семей в 2016 году. И с тех пор проблема отсутствия отопления преследует жильцов многоэтажек. Обещаний дать полноценное тепло было много, можно сказать, практически каждый год. Однако ни одно из предпринимаемых решений не давало должного эффекта. И только в этом году по поручению главы региона вопрос закроется до начала отопительного сезона. А все благодаря строительству новой собственной котельной для высоток. В принципе, только она и могла решить проблему в корне. Надежда встретить холодную пору с горячими батареями в доме теплилась в душе каждого из жителей. И, судя по складывающейся ситуации, теплу быть. Строительство блочно-модульной котельной началось 15 июля. Сейчас активно ведется установка оборудования. Работы завершены на 80%. Согласно последовательности идет обвязка оборудования. Значит, к 1 октября мы должны выйти уже на пусконаладочные работы. Вот сети у нас здесь все заведены, все подключены. Параллельно у нас идут работы в цокольных этажах 18-этажных домов по подключению к новой системе действующей. Сроки главой региона поставлены небольшие до отопительного сезона. Остается всего месяц. Оборудование российского производства последнего поколения. Запасы по подаче тепла высокие. При потребности 3,6 мегаватт эти котлы позволяют вырабатывать до 4-6 мегаватт. Только один котел может тянуть 70% тепловой нагрузки в самую суровую зимнюю погоду. Заводская гарантия оборудования 2 года. Однако предусмотренное оснащение котельной позволит эксплуатировать котлы от 12 до 15 лет без серьезного ремонта. Одновременно ведутся на участке наружные работы. Территория для строительства котельной была определена архитекторами на заранее. 2 гектара земли у обоих домов. И тут есть запас территории по благоустройству. Мы как бы на крае этих участков предусмотрели земельный участок под установку этой котельной, так чтобы эта котельная ничем не мешала и жителям, которые здесь живут. Всей этой суеты можно было избежать, если бы не безответственный застройщик. Его действия стали причиной многолетних страданий жителей домов-близняшек. В ходе строительства высоток подрядная организация индивидуальное отопление зданий просто не внесла в проект. Сэкономив средства на собственную, подключили дома котельной, рассчитанной исключительно на перинатальный центр. А ее мощности 24 мегаватта, естественно, не хватало. Тепло на верхние этажи не доходило. Малоэтажство. 8 этаж. Даже электрические детективы, шамар, ачипривы, ачикичи, тоже самое детективы, хайо, целые, что бахс холи детективы, адахт что-то холи, сошились детективы, избалуют отопление. Всего для строительства объекта было выделено более 20 миллионов из Национального фонда развития Ингушетии. Вопрос подачи тепла в высотках на особом контроле главы республики. Махмуд Али Калиматов 2 недели назад лично проинспектировал многоэтажки, пообщался с жителями и подрядчиками. Были даны четкие указания, чтобы здесь не было ничего временного. И подача горячей воды и тепла в квартиры осуществлялась бесперебойно. Подрядчик сообщает, все требования учтены. Наличие этой котельной и появление этой котельной, это настолько выстрадано жильцами этих домов за эти последние 5 лет, что здесь должно быть все безукоризненно. И завершено должно быть так, что лишних ремонтов промежуточных, лишних там где-то поломок, это все должно быть исключено. При правильной необходимой нужной эксплуатации это все будет работать очень надежно. Здесь дополнительно будет условно погодозависимая автоматика, то есть время реагирования отключения котлов, вот это все влияет на систему энергосбережения, то есть расходы энергоресурсов на подачу тепла будут сведены к минимуму. Как приходилось проводить зиму в этих квартирах, жители и вспоминать не хотят. О холодной беде 18-этажек была наслышана вся республика. Отчаянные жильцы в какой-то момент даже клеили кричащие баннеры на здание с просьбой дать тепло. Надеемся, что тепло в этом году будет. Проблемы живут. Но хотя хайж лафтри, чуа уқты бады яч. Да саадот пача хая даюля.
Самые трудные работы подрядную организацию уже миновали. Участок, отведенный под строительство котельной, суженной. Из-за небольших сроков даже в таких стесненных условиях приходилось привлекать много тяжелой техники. Тем не менее, по времени успевают. Предварительная проверка функционирования котельной пройдет до 15 октября. Стоит отметить, проблемы высоток не ограничились одним отоплением. Здесь нет управляющей компании. В связи с этим обслуживанием новой котельной временно будет заниматься администрация Назрани. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.